Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, о чем небесный покровитель желает вас предупредить. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя, задайте вопрос: небесный покровитель, о чем желаешь меня предупредить? И давайте будем смотреть. Я думаю, все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы своими руками пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто. И мы желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие. Хорошо нас слышат. Так, мои хорошие, ну давайте по порядку пойдем. Для начала я хочу вас предупредить о том, что у вас на пороге два каких-то предложения, либо два каких-то важных дела для вас. Вот они уже в голове у вас находятся, либо в ближайшие, возможно, несколько дней вы будете об этом думать. Их два. Ваша ошибка будет в том, что вы будете выбирать одно или другое. Небесный покровитель говорит: ты можешь сразу сделать два дела. Либо две каких-то ситуации прокрутить, либо и там успеть. То есть вопреки, да, мы часто вот выражения даже такие есть, да, там на двух стульях не усидишь, за двумя зайцами и прочее, прочее. Вопреки вот этим выражениям, поговоркам и вопреки, скажем так, вашим даже страхам и сомнениям, вы можете сразу справиться с двумя делами. Вам не нужно выбирать, вам нужно брать и делать. Вам будет послано достаточно сил и энергии для того, чтобы и одно дело до ума довести, и другую ситуацию раскрутить с положительным результатом для себя. У вас получится, конкретно у вас, кто зашел на мою отсыпку. У других нет. Не получится, не выйдет. А вот у вас все получится. Покровитель говорит: время самый ценный твой ресурс. Не теряй его понапрасну. Не теряй время на всякие там обдумывания и передумывания. Ой, смогу, ой, не получится, может так, а может вот так. Не надо тратить время. Просто рукава засучила и вперед. Делай. Делай. Тебе это по силам. Все получится. Что не получится, мы поможем, мы подскажем. Вот, чтобы вы понимали, не выбирайте, а делайте и то, и другое. Дальше, мои хорошие. Здесь небесный покровитель говорит, что вы человечек такой, но вот даже не знаю, как эпитет подобрать, очень эмоциональный, очень такой вот прямо вовлеченный, наверное. Вы иногда в порыве эмоций, да, положительных особо эмоций, вы склонны к тому, чтобы совершать необдуманные поступки, либо какие-то необдуманные действия. Вот с этим нужно бороться. Вот это нужно немножечко в себе прикрутить. Не то, чтобы лишить себя положительных эмоций, а то, чтобы не совершать необдуманных поступков. То есть, смотрите, у вас хорошее настроение, вы идете, да, идете вы по городу, по витринам магазина, там красивое платье, да, либо какая-нибудь там сумочка, она вам в принципе не нужна, и вы такая думаете: ну, настроение у меня хорошее, денежка у меня в кошельке есть, а пойду-ка я себе порадую еще больше. Вы идете, покупаете сумочку, платьице, вы успешно там приносите домой, ложите в шкафчик какую-нибудь там на самую высшую полочку и забываете о своей покупке. При этом на следующий день вам нужно более что-то насущное купить, там связано с вашей повседневной жизнью, да, опять же таки, еда может быть, либо оплатить какие-то счета, а денежки-то нет. Просто нет, была и нет. Вот небесный покровитель говорит: ну, да, положительные эмоции, они нужны, они важны, но, пожалуйста, старайся быть более практичной, да, понимаете, о чем я говорю. Если что-то прям в глаз упало, и вы чувствуете, руки же зачесались, к кошельку полезли,
дайте себе время. Вот прям отвлеките себя чем-нибудь. Скажите: окей, сейчас я об этом подумаю, да, пойду лучше там пока мороженку съем, либо какое-то дело сделаю, а потом я к этому вернусь. То есть себя немножко отвлекаете. А то вы такая на эмоциях, хопа, пошла, купила, сделала, а потом сидите и жалеете об этом, либо сокрушаетесь над тем, что кошелек ваш пуст. С этим нужно бороться немножко в себе, либо проработать вот это вот эмоциональное, да, эмоциональное желание, порыв вот этот, да. И то же самое, смотрите, девочки, вот многие вещи у вас идут через эмоцию. Вы умный человек, умный, логичный, но эмоции у вас очень часто перекрывают. Вы говорите того, чего не хотите, либо поступаете так, что потом себя за это ругаете, либо корите. А с этим нужно разбираться. Разбираться и работать над собой, постоянно работать. Это важно для вашего будущего. Сейчас, да, многие скажут: ой, мне это не мешает. И да, в принципе, может быть, вам сейчас это не мешает. Какой-то дискомфорт там доставляет, да, какие-то моменты разочарования есть, но в целом не мешает. Почему это важно? Это вот прям в основании у нас выходит. Это важно на ваше будущее. Потому что в будущем ваша жизнь начнет очень динамично и стремительно развиваться. И чтобы вы себя не отвлекали, чтобы вы не сожалели и не переживали за то, что вы там, например, сделали, спонтанно я имею в виду, лучше над этим сейчас поработать. Летать — это прекрасно, но и нужно твердо уметь ходить по земле, да, вот прям ступать твердой такой поступью, уверенной поступью. Подумайте об этом. Я думаю, что каждая из вас за собой знает, вот в чем ее, скажем так, узкое место, да? В чем загвоздка. Поработайте над этим. У вас получится. Вы сильнее, чем вы думаете. Вы сильнее, чем думают о вас другие люди. Вы еще, знаете, как и себя удивите, и других. Но это дальнейшая ваша судьба, дальнейшее ваше будущее. А вот здесь и сейчас нужно немножко с этим побороться. И то же самое в отношениях. Вы когда любите, либо когда вы к человеку хорошо относитесь, но вы прям и душу, и сердце нараспашку. Душу, сердце нараспашку. И хороший человек, он поблагодарит, а плохой, извините, плюнет. И потом вы сидите и думаете: вот как так, да? За что? Почему? Поэтому, девочки, немножечко себя в этом плане учимся сдерживать. Вреда никакого, а пользы вагон и малая тележка. Вот поверьте. Так, идем дальше. Здесь у меня дружба выходит. Дружба с левой стороны. Но это больше, знаете, как на отношения похоже. Отношения. У кого-то отношения. Женщине нравится мужчина. Мужчина знает, что он нравится женщине. И он играет на чувствах женщины. Вот ваши эмоции, ваши чувства, да, ваша любовь, она как тешит самолюбие этого мужчины. Я вам вот что скажу. Этот мужчина, он в принципе никого любить не может, он даже сам себя не любит. И вот небесный покровитель говорит, что там вот за его спиной есть еще одна персона. Вы о ней не знаете. И она не знает о вас, что интересно. Да? Этот мужчина, он такой игрок, он азартный. Он не охотник, нет. Он как раз-таки игрок. Он любит ходить по лезвию ножа. Он, возможно, любит скорость, он любит риск. Такой оторванный немножечко от действительности. Вот, чтобы вы сердце свое не разбили, чтобы вы потом, девочки мои, да, не оказались в тяжелом состоянии, в тяжелом положении, вот я имею в виду по эмоциям, по разочарованию. Вы этого мужчину, не надо так вот прямо к нему прямо на сближение идти. Вы его немножечко на диете поддержите, вот в плане там отношений, интимных отношений. Как бы вам это помягче сказать? Я не хочу, чтобы вы сейчас разочаровались. Я просто знаю, что даже по этой бабочке, да, что вы человек мнительный и эмоциональный. Смотрите, тут небесный покровитель очень четко показал. Вы хорошая. Та другая женщина, в принципе, тоже неплохая. А вот мужчина, он, как такая, знаете, как юла, волчок. Да, постоянно в каком-то движении, он сам не знает, что хочет, что ищет. Вот такой, да, хочу, не знаю, что, кого.
И туда я бегу, и сюда я бегу, и чтобы нигде ничего не упустить, и в то же время я ни к чему нигде не привязан. Этот мужчина, он, девчонки, вот в ближайшие, может быть, несколько там месяцев он из вашей жизни на какое-то время пропадет. Пропадет, пойдет он за наукой. Я не знаю, с чем это будет связано. Может быть, какая-то длительная командировка, может быть, ну даже у кого-то может отыграться даже как арест. Может быть, какое-то лечение, какой-то контракт. Мужчина на какое-то время, мужчина, вернее, на какое-то время из вашей жизни выпадает. Вот только лишь после вот этой ситуации, после этой науки, он станет немножко лучше, более таким адекватным, что ли, да, более понимающим, более человечным даже в каком-то моменте. Дождитесь этого времени, дождитесь и знайте, чем больше у вас загадок, чем меньше вы его с распростертыми объятиями встречаете, тем больше перспектив у вас с этим человеком. Вот поверьте. И если он сейчас все про вас узнает и все, что можно и нельзя от вас получит, он может отвернуться от вас. Такой вот он человек, ненадежный. Пока вот в моменте здесь и сейчас он ненадежный. Поэтому лучше поиграйте с ним, поиграйте и не подпускайте близко. Будьте для него загадочны, будьте для него вот такой вот прям какой-то невероятной, красивой такой обложкой, да, но не показывайте, о чем статья, да, либо о чем книга. Так нужно поиграть. Что касается той другой женщины, он с ней поступит плохо. Плохо поступит. Она не смотрит мою отсыпку, она не знает, что ей делать. Вот, скорее всего, он ее даже в каком-то моменте использует. Вот. Ничего она не знает. Вы в похожей ситуации, да, в похожем каком-то формате, на похожих ролях. Она вам ничего плохого не сделала, ровно так, как и вы ей ничего плохого не сделали. Может быть, вы даже друг о друге никогда не узнаете, либо узнаете уже там через какое-то определенное количество месяцев. Мужчина, проблема именно в мужчине. У вас сейчас романтик, либо вы друг к другу присматриваетесь, может быть, даже какие-то активные ухаживания. Но мужчина не готов. Вот сейчас, сегодня не готов. Немножечко отложите эти отношения. Он от вас никуда не денется, он все равно к вам вернется, но уже другой, поумневший, с таким вот уже правильным отношением к жизни, к женщине. Дайте ему в себя прийти, пройти свои жизненные уроки и вынести оттуда нечто важное, полезное и ценное. Так, мои хорошие, здесь у меня семья. Семья такая, дети есть, либо один, либо, может быть, двое деток. Женщина все прям на себе. Вот она и дома, и с детьми, а мужчина больше как то ли зарабатывает, то ли в каких-то, может быть, даже поездках бывает. Кстати, даже может отыграться, что мужчина, например, у него родители, да, он очень часто туда к родителям ходит, как на два дома почему-то мне идет. Либо на два дома живет, например, командировочно, да, постоянно куда-то уезжает, где-то в других местах спит, либо он к родителям постоянно ходит, либо к каким-то родственникам. А женщина вот все на себе тащит. И я вижу, что женщина порядком утомилась от этой ситуации. Она, в принципе, устала. Вообще тяжесть жизни, да, и эмоциональная, и физическая. Плюс женщина желает любить и быть любимой. А мужчина такой, типа и вашим, и нашим. Значит, девочки, вот если вы думаете о разводе, небесный покровитель говорит, не надо, пока не спеши. Не спеши, не форсируй события. Не знаю даже, как вам об этом сказать, да, но у вас на этот год запланированы какие-то грандиозные перемены вот по жизни, по судьбе. Жизнь начнет очень резко и динамично меняться. События вот прям как такие, знаете, вот айсберги, да, из воды начнут вылазить. Много всего будет. Будут и положительные моменты, и скользкие моменты, и сложные даже моменты будут. Но вам нужна будет его поддержка. Все-таки, какой-никакой, но мужчина. Вот какие-то вещи он может делать, в чем-то он может вам помогать. Что касается любви, время покажет. Я смотрю вам на этот год. Да, о чем вас хотят предупредить. На этот год вам нежелательно разводиться, нежелательно доводить до развода, но и нежелательно, конечно, с ним там ругаться в пух и прах.
Потерпите, потерпите. Я вижу, что вам тяжело, я вижу, что у вас уже руки опустились. Ну, опять же таки, за детей вы переживаете. Потерпите чуть-чуть, жизнь начнет меняться. У вас на будущее, вот как вот эти все перемены, да, они принесут вам какую-то либо новую роль в жизни, либо новую позицию, либо даже, возможно, какой-то, ну, как... Ну, то кого-то прям, да, отыграть, что вы уезжаете с того места, где вы находитесь, вы уезжаете. Вы обрываете связи с тем местом, где вы жили, долгие годы, например, жили. И вот как будто бы заново, с чистого листа вы все начинаете. Этот мужчина, он вам нужен. Он вам нужен для того, чтобы жизнь поменять. Поменять ее к лучшему. Чтобы справиться с какими-то сложностями и трудностями. Поэтому потерпите, наберитесь терпения. Понимайте, что он для вас идет как... Ну, в какой-то степени, я надеюсь, что мужчины меня не смотрят и никто не обидится, да, он идет как палочка-выручалочка. Пусть не идеально работающая, пусть периодически там зависающая, тормозящая, но тем не менее, он вам пригодится. Что будет дальше? Ну, будем смотреть в других отсыпках. На сегодняшний момент не спешите рубить отношения, не спешите разводиться, расходиться, разбегаться. Этого делать не надо. Не надо. Вот. Наберитесь терпения, все поменяется. Дальше, мои хорошие, у кого-то мечта. Мечта, и вы прям так хотите, вы так высшие силы просите. Возможно, даже вы работаете на то, чтобы осуществить свою мечту. Но чем больше вы ее хотите, я имею в виду мечту, либо больше работаете на эту мечту, тем дальше вы от нее находитесь. Здесь ситуация непростая. Во-первых, чтобы вы понимали, вот от высших сил информация. Время вашей мечты еще не настало. Если ваша мечта исполнится, она не принесет вам ни радости, ни удовольствия. Но в том формате, как вы там себе мечтаете, представляете. Плюс мечта ваша, ваше желание, оно какое-то идет недоработанное. Там есть моменты, которые вы либо вообще в принципе не учитывали, либо о них даже и не слышали. Вот небесный покровитель говорит, ты хочешь малого, да, допустим, ты хочешь ноготок, а тебе по судьбе рука идет. Понимаете, о чем речь? Вы все силы бросили на исполнение. При этом вы позабыли какие-то свои интересы, либо какие-то свои обязанности даже, может быть. Вот, вы сосредоточены на своей мечте, но вам ее пока не дадут. Эта мечта в том формате, либо в том виде, форме, о которой вы мечтаете, она вам не подходит. Доверьтесь высшим силам, доверьтесь своей судьбе. Занимайтесь собой. Вам сейчас очень важно заниматься каким-то самообразованием, какие-то знания, информация, работа, свое собственное развитие. Занимайтесь этим. Ваша мечта, она найдет вас сама. И исполнится в очень замечательном виде, да, в формате, в правильное время. И еще раз говорю, это не будет палец, это будет целая рука. Это будет очень мощно. Это то, о чем вы сейчас даже подумать не можете. Вот настолько это будет прекрасно. Поэтому фокусируйтесь на себе, на своих знаниях, на своем развитии. Вот это база, на которой вы построите свое счастье. Вы тратите время не на то. Но вот ваши усилия, они как вот все бесплодные получаются, понимаете? Поэтому немножечко подумайте об этом. Дальше, мои хорошие. Здесь два человечка вас окружают. Возможно, это ваши друзья, возможно, ваши родственники, но люди очень близко к вам. Значит, один человек действительно преданный друг, товарищ, но этот человек вас очень часто критикует, либо какие-то замечания делает. Человек почему это делает? Потому что помочь хочет, потому что видит, простите, но буду говорить как есть. Хотите, пишите мне плохие комментарии. Человек критикует, потому что желает помочь. Где-то вы что-то неправильно делаете, где-то вы, скажем так, не дорабатываете, да, мягко скажем. А этот человек видит, он вас любит, он желает, чтобы у вас все было замечательно, чтобы было хорошо, и он пытается вас корректировать. Да, форма подачи информации, она грубовата, я не буду спорить. Но поверьте, от души это делает, от души, от сердца, чтобы помочь, чтобы спасти, чтобы поддержать, чтобы у вас все замечательно было. Любит вас этот человек.
Вы часто с этим человеком как-то либо не согласны, либо, может быть, даже вообще спорите, ругается даже, может быть, кто-то. Но, мои хорошие, вы оцените. Вы оцените всю лепту, весь вклад, который этот человек у вас сделал, либо сделает. И я еще хочу, чтобы вы понимали, этого человека направляют высшие силы. Вот ему ангел в ухо шепчет, говорит, вот подскажи, вот здесь неправильно, здесь правильно, нужно туда пойти, это надо сделать. То есть вот так информация идет. А с другой стороны, у вас есть человек, который тоже вот с вами близко находится, и этот человек наоборот, вас вот как-то комплиментами засыпает, либо вы этому человеку там о своих страхах говорите, человек говорит, да, ты права, ты что там, то. То есть поддакивает, поджуживает. То есть всячески вот типа там я твой друг, самый лучший, там верь мне, я ж дружище, я ж сестричка, я ж братишка и прочее. Понимаете, вот такой человек. Этот человек вас либо уже использовал в своих интересах, либо в будущем очень круто может подставить, либо использовать в своих интересах. Вот тот, кто больше всего кричит о дружбе, тот, кто больше всего с вами соглашается, тот, который готов вот прямо с открытым ртом слушать, поддакивать, вот этот человек, он опасный, потенциально опасный, либо уже сейчас для вас это опасная дружба идет. Присмотритесь к этому человеку. И я вижу, что вы в данный период времени, он как покровитель показывает, да, вы от того, кто вас критикует, вы немножечко отдаляетесь, отворачиваетесь, вам кажется, ой, что он меня критикует, он там типа меня не любит, не ценит, что-то мной командует, да. А к тому, кто вам поддакивает, вы наоборот все ближе и ближе идете, как будто бы в капкан этому человеку, в ловушку, в селок идете. Вот здесь вот прям вас, ну вот этот рисуночек, видите, два человека. Одному, видите, ангел говорит, вот он, друг настоящий, даже собачкой пришел. А второй пришел с жабой, который вам поддакивает. И вы склоняетесь к тому, кто жаба. Ну, понятно, что да, ну все мы люди, когда нам льстят, это все-таки приятно, да, приятно. Особенно если люди делают это умеючи. Вот небесный покровитель говорит, ну, пожалуйста, не совершай эту ошибку, больно будет, неприятно будет. Присмотритесь к тому, кто поддакивает, кто кричит о дружбе, бьет себя кулаком в грудь и говорит, да я за тебя, вот в огонь, в воду. Врет. Уже что-то происходит. У кого-то серьезные уже события развиваются, а у кого-то только лишь начнутся. Но уже какие-то моменты, где этого человека поддакивающего можно поймать, они уже есть. И если присмотреться и копнуть, вы поймете, кто этот человек и насколько он опасен для вас. Сколько негатива он может принести в вашу жизнь, да, либо каких-то разочарований. Повернитесь к тому, кто вас критикует. Поверьте, это от души и по совету ангелам, чтобы вас помочь, вам помочь, чтобы для вас что-то полезное было. Хорошее, положительное развитие. Так, мои хорошие, что еще? Здесь нам выходит дорога. Дорога непростая. Может быть, в этой дороге несколько видов транспорта вы меняете. Либо вы планируете пользоваться одним транспортом, а будете пользоваться другим. То есть какая-то вот дорога с осложнением, что ли, идет. Либо очень долгая дорога. Вы за эту дорогу очень сильно переживаете. И думаете, нужна ли вам эта дорога? Вот небесный покровитель говорит, вам, в принципе, бояться нечего. Как оно запланировано, так оно осуществится. Ну, я имею в виду план высших сил. Что вам рекомендуют, так это финансами запастись. Финансами у вас денег должно быть, ну, вы планируете, да, я там возьму с собой там 1000, да, а вам, например, понадобится 2. Вот, чтобы прям без всяких проблем, чтобы все хорошо прошло. Вот, лучше поработайте над тем, чтобы увеличить свой денежный запас, чтобы у вас ресурсов было больше. Вот они вам будут нужны. Что-то вот будет происходить, либо что-то будет меняться, чтобы вы не переживали, чтобы вы там не бегали оголделой белочкой, да, где мне денежку взять. Чтобы у вас вот денежка лежала, да, понадобится, она хорошо, у меня есть, не понадобится, еще лучше, значит, все замечательно. Вот здесь нужно запастись денежкой. Либо взять, ну, где-то вот в 2 раза больше, чем вы там запланировали, допустим, да, ну или хотя бы в 1,5.
Так, что еще? Здесь, смотрите, вот у какой-то девочки, женщины, мужчина идет очень интересный. Мужчина, как будто бы у него звезды, я не знаю, звезды, может, генерал какой-то. Либо он артист, да, звезда. Вот он, видите, мужчина, и вот она звезда такая четырехконечная. Ой, мужчина, конечно, потенциальный, классный, но почему-то вы его в левую сторону загнали. У вас с этим человеком будут очень интересные взаимоотношения. Вас судьба как будто бы все время сталкивать будет. Может быть, уже столкнула, и периодически, там, не знаю, раз в неделю вы сталкиваетесь с этим человеком. И вы не понимаете, что происходит. Я не могу сказать, что тут прям какая-то взаимная симпатия. Я не могу сказать, что тут прям любовь буйным цветом. Нет. Просто вопрос, почему я с этим человеком сталкиваюсь? Либо почему мы постоянно там видимся? Либо почему я не могу про этого человека не думать, да, постоянно там вспоминаю. Если не вспоминаю, он мне там возьмет и приснится, паразит такой. Вот. С этим человеком ваше будущее. Кто-то будет с этим человеком плотно работать в будущем, а кто-то с этим человеком действительно сформирует семью. Очень такую хорошую, добрую семью. Вот. Ну, не случайно, не случайно. Почему не происходит сейчас? Потому что у вас еще ваша наука не закончилась. И у него тоже есть какие-то долги, которые он должен оплатить. Долги перед высшими силами, либо перед кармой. То есть ему где-то еще нужно поумнеть, может быть, в чем-то прокачаться. Вот, попозже. Это не этот год, возможно, следующий год вот уже будет между вами более тесный диалог, да, более тесный контакт, и все пойдет. Так, и еще вот для одной девочки хочу сказать по поводу мужчины, кто находится далеко. Ну, я так понимаю, что это ваш знакомый, кто проживает, может быть, в другой стране, там, на другом континенте, где-то далеко человек находится. Тут, возможно, вопрос, да, стоит ли верить, не верить, будет, не будет, да и как оно, в принципе, все сложится. Девчонки, но вот человечка, которого вы выбрали, у него не все в порядке с его бэкграундом. То есть там у него много проблем, и эти проблемы он либо вам вообще не озвучивает, там все время, знаете, как отшучивается, говорит, да нет, у меня все классно, все хорошо, там прорвемся, будем и прочее, прочее. Вот. Но у большинства так прям отыграется, что он не говорит. Вот. А проблем много на самом деле. И вы с этим человеком сможете отношения построить и быть вместе, но только при условии, что он все свои проблемы порешает. Пока у него хотя бы одна проблема будет оставаться, ваши отношения, они не жизнеспособны. Да? То есть вам не позволят. Тут уже высшие силы, небесный покровитель говорит, не позволят, чтобы он на вас перекидывал какие-то свои проблемы. То есть он должен решить, разобраться со своими проблемами, почистить все свои хвосты, полностью там разобрать свою кладовочку. И после этого уже все у вас будет замечательно. Повлиять на этого человека, либо как-то ему помочь вы не можете. Это лично, персонально его, и он должен с этим разобраться. Видите, вот этот огромный такой крюк хвоста, пока он его не скинет, не получится. Но вы видите, вы на высоте. Он к вам будет тянуться. И еще не бойтесь, что вас время разделит. Наоборот, чем дольше вы сойтись не можете, чем дольше вы не можете вот прям быть вместе, выстраивать ваши отношения, ваша любовь, она от этого только крепнет. Вот вы больше друг о друге скучаете, больше тянет, больше вот это понимание, что мы должны быть вместе, что это любовь, что это счастье. Вот без моей любимой женщины мне плохо и прочее, прочее. Так что все, мои хорошие, будет. Будет и все. Так, ну и напоследок вот хочу сказать для тех, кто задумал либо новую работу, либо, может быть, даже свое собственное дело. Вы молодцы. Вы молодцы и вы умнички. Но вижу, что боитесь. И небесный покровитель говорит, но дьявол вот тебя за юбку держит, вот честно. Вот это ваш страх, ваши сомнения, ваши какие-то переживания, это дьявол вас держит, ваш внутренний дьявол. Небесный покровитель говорит, борись, сопротивляйся, иди вперед.
дело, то, что вы задумали, либо работа, что вы задумали, может быть, вам нужно учиться чему-то, чтобы потом заниматься работой, это выгорит, вот 100% выгорит. Причем выгорит так, что любо-дорого. Вы думаете, да, ну вот я сейчас начну там, ну, например, да, давайте самый простой пример. Вы думаете, да, мне нравится наращивание, допустим, ресниц. Я хочу поучиться, я хочу потом этим заниматься. Но я выучусь, будут у меня там клиенты, буду я работать, получать определенную сумму. Это ваша мечта, это ваше желание. Если вы начинаете этим заниматься, что происходит? Вы идете, вы учитесь, вы начинаете работать, и у вас не только клиенты, да, у вас помимо клиентов еще и, например, свой собственный салон появится. Вот прям настолько вырастет ваш бизнес, настолько вы будете профессионально все это делать, настолько людям будет нравиться то, что вы делаете. А может быть, этот салон будет не один, а может, это будет сеть салонов по красоте, да, бьюти-салонов. Вот как-то так оно идет. Это очень перспективно. И вот эти мысли, они не зря в вашу голову приходят. Занимайтесь. Ну вот с ресницами это был просто пример. Да? Может быть, вы хотите не ресницы, может быть, что-то другое вы хотите делать. Занимайтесь, делайте, все получится. Вот этот страх, гоните его подальше от себя. Это то, что вас затормаживает, это то, что вам не позволяет. Может быть, и раньше вы бы уже этим занимались, если побороли свой страх. Здесь вам будет поддержка. И здесь действительно, вот как по судьбе, либо это ситуация, либо ремесло, либо это дело. Все будет очень классно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.